Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня начинаем, мы сегодня представляем событие, которое у нас готовилось очень давно и которое мы очень давно ждем. Это событие – это открытие выставки «Педагогический вернисаж», которая проводится в рамках проекта «Педагогический вернисаж. Пути творчества». И прежде чем мы начнем нашу презентацию, я хочу дать слово нашему ректору Галине Владимировне Китай-Городской для приветствия и, собственно, для информирования наших гостей о том, что это у нас такое и чему мы вас готовим. Прошу. Уважаемые коллеги, наши дорогие друзья, именно так хочу к вам обратиться, потому что именно благодаря вам мы сегодня находимся в этом удивительном зале, где представлены работы участников конкурса фестиваля «Педагогический вернисаж. Пути творчества». Очень символично наименование данного фестиваля, потому что действительно в центре нашего внимания творчество наших коллег, наших педагогических работников. И, конечно, давайте мы вспомним историю нашего конкурса и вспомним, когда он начинался. Я хочу вам рассказать о сроках его проведения, более подробно о его цели. Поэтому давайте начнем с сентября 2020 года, когда мы вместе с вами открыли прием уникальных работ педагогических работников. Очень важно, что цель конкурса – это трансляция профессиональных достижений педагогических работников в области художественного исполнительства и презентация художественного творчества педагогических работников всех уровней образования нашей республики. Мы хотим вам напомнить, что проект реализуется в соответствии с планом мероприятий, с планом наших профессиональных событий, который инициирован Республиканским методическим объединением учителей предметной области искусств. Данное объединение возглавляет Наталья Геннадьевна Торлопова, старший методист нашего института, председатель РМО предметной области искусства. И, конечно, очень важно, что и Наталья Геннадьевна является профессиональным идеологом и фестиваля, и проекта по сопровождению педагогов, которые на сегодняшний день готовы представлять свои достижения. В этом году проект обновил условия для участия, и мы очень рады, что благодаря расширению возможностей в этом году потенциальными участниками стали представители различных сфер. Мы говорим о сфере культуры, и о сфере образования, и, конечно, педагоги различных уровней образования. Это педагоги дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, педагоги среднего профессионального образования и высшего образования. И мы понимаем, что многие работы были представлены образовательными командами. Конечно, это очень важно. Можно уже говорить о том, что конкурс популярен. Это очень важно, потому что действительно сегодня мы понимаем, что количество работ, оно увеличивалось в разы. Но хотим напомнить, что конкурс имеет уже свои традиции, потому что в течение последних почти 5 лет мы создавали условия для расширения возможностей для наших педагогов, чтобы они уже активно участвовали в конкурсах, а с другой стороны мы понимаем, что расширение и номинаций в конкурсе позволяет как можно большему количеству педагогических работников представить свои достижения. Конечно, хочется отметить, что конкурс имеет профессиональную основу, и, конечно, он связан прежде всего с очень выверенным методическим содержанием. В то же время проект является оригинальным, и мы уже наблюдаем, что вот определенные наши наработки на уровне Российской Федерации начинают реализовываться. Да, появляются такие конкурсы, но наш конкурс – это особый конкурс.
Я хочу напомнить, что в 2016 году появились возможности виртуальной выставки, и тогда мы уже говорили о том, что мы будем планировать виртуальные события, и вот именно в течение уже последних 2 лет мы понимаем, что наш проектный офис действительно работает в пространстве виртуально и в пространстве очного участия. Выбор такого формата, интеграционного формата, он действительно показывает нам, что мы используем различные пути профессиональной коммуникации. И в конкурсе могут участвовать все педагоги, независимо от места проживания, от места своей деятельности. Хочется отметить, как я уже сказала, что конкурс уже признается на уровне Российской Федерации, и появилась, конечно, уже сейчас мы понимаем необходимость совершенствования содержания данного конкурса с привлечением федеральных экспертов. Он особенно актуален, и мы его обсуждали уже с представителями и федерального профессионального сообщества. Мы здесь говорим и о Институте художественного образования и культурологии, мы говорим о Федеральном совете учителей предметной области искусства. Мы уже представляем наш опыт. Конечно, Ольга Геннадьевна на многих выступлениях, на которых она принимала участие, потому что, говоря, выступления это виртуальные, в основном были в этом году выступления, она всегда позиционировала, что мы не только приглашаем, а что мы готовы делиться опытом. В 2020 году проект территориально очень разросся, очень много муниципальных образований принимало участие, и в этом году принимали участие педагоги и художники из Липецка, Донецка, Петрозаводска, из Красноярска и даже из Финляндии. И все эти работы сегодня находятся в наших очных пространствах и виртуальных. Конечно, одним из первых очных мероприятий в рамках данного конкурса является выставка, которая организована. И сегодня мы открываем наш конкурс-фестиваль именно в зале, в одном из залов, я могу так отметить, где у нас выставка представлена. На выставке 55 работ, и мы понимаем, что 55 участников, 55 работ, даже больше работ, вот коллеги мне подсказывают, что 55 участников представили более сотни творческих работ и проектов. Это художественные работы по живописи, по графике, изделия декоративно-прикладного творчества, изделия современного дизайна, дизайнерские проекты. Конечно, выставку педагогов отличает разнообразие используемых материалов. Вообще они очень удивительные, и у нас будет возможность, мы надеемся, может быть, в декабре-январе пригласить вас, чтобы вы действительно это увидели. Хотя сегодня виртуально в нашем пространстве такая возможность уже есть. В экспозиции выставки мы наблюдаем широкую динамику творческих реплик. От короткого этюда до обдуманной картины, которая исполняется в традиционной реалистической манере или декоративной стилистике. Мы видим разнообразие жанров и тем. Это и пейзажи, портреты, натюрморты и иллюстрации. Бесконечно широк выбор и авторских материалов, которые используются. Чаще всего педагоги и художники обращаются к темам и мотивам своей малой родине. Это особенно важно. И мы заметили, что в этом году мы наблюдаем такую рефлексию по поводу даже наших путешествий, нашего отпуска. И в то же время северные пейзажи, натюрморты, предметов быта, национального быта, они тоже сегодня представлены, даже переработка мифологических сюжетов. В декоративно-прикладном искусстве педагоги и мастера обращаются к природным материалам, текстилю, керамике. Даже есть переработка пластики с использованием мотивов северных ягод. Конечно, хочется, чтобы вы все это увидели. И очень важно, что на выставке представлены изделия на основе традиционных материалов, технологий, а также современные авторские изделия и дизайнерские идеи. Наша выставка будет работать с 18 декабря, то есть начиная с сегодняшнего дня, по 26 февраля. И мы хотим вас, уважаемые коллеги, пригласить на Крещенский фестиваль мастер-классов.
Мы очень надеемся, что мы сможем провести в очном формате. Он состоится 19 января, он стартует и завершится 22 января уже 2021 года в нашем Институте развития образования. И гала-концерт состоится в феврале. Мы обязательно сообщим о конкретной дате в феврале 2021 года. Итак, уважаемые коллеги, мы погружаемся в мир современного творчества, демонстрацию актуальных идей в искусстве наших педагогов. И, конечно, выставка «Педагогический вернисаж», да, на сегодня виртуальная, но именно благодаря этому коммуникационному пространству мы погружаем всех вас в мир современного искусства, в мир творчества и красоты. С творчеством педагогов Республики Коми мы будем знакомить, уважаемые коллеги, конечно, всех, кто будет посещать наш институт. Это участники семинаров и конференций, конечно, наших гостей. Поэтому мы очень надеемся, что вы с вашими коллегами тоже посетите. На сайте нашего института есть отдельная ссылка, где можно ознакомиться со всеми материалами нашего конкурса-фестиваля. И я еще раз напоминаю, Крещенский фестиваль и гала-концерт, он будет именно для вас организован. Конечно, очень важно, что Наталья Геннадьевна Торлопова, она является идеологом и готова решить все вопросы, связанные с вашим участием. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за именно творческое осознание роли педагогического сообщества. Потому что действительно сегодня педагог, он является личностью очень разнообразной. И поэтому этим фестивалем мы еще открываем одну из составляющих нашей профессиональной личности. Креативные, творческие личности, которые умеют сегодня еще и формировать красоту и позитивное отношение к всему тому, что нас окружает. Спасибо, коллеги. Ждем вас в нашем институте. Так, Геннадьевна будет продолжать. Да. Спасибо, Галина Владимировна. И мы сегодня продолжаем. Мы сегодня, как Галина Владимировна сказала, представляем виртуальное пространство. И мне хочется отметить в первую очередь, что наш проект поддерживают наши коллеги с российских регионов. И первое представление – это как раз вот участников этого года, которые согласились принять участие в нашей виртуальной выставке. Мы сейчас запускаем ролик как раз с нашими гостями. Я очень рада приветствовать наших коллег российских, и готовы мы представить их работы в нашей виртуальной выставке. Приглашаем к просмотру.
С роликом можно познакомиться, он будет представлен на сайтах института и в РМО. А сейчас я приглашаю к виртуальной экскурсии, которую мы вам записали по экспозиции нашей выставки «Педагогический вернисаж». Так, добрый день, коллеги! Сегодня мы представляем выставку «Педагогический вернисаж», который проходит в рамках проекта «Педагогический вернисаж. Пути творчества». Это у нас выставка проходит в форме биеннале, она проходит раз в 2 года. И мы вам показываем, что экспозиция, она существует, и работы участников, они экспонируются в аудиториях Института развития образования, Коми Республиканского института развития образования. Несколько слов о выставке и о проекте. Проект существует в КРИРО уже 6 лет. Первый прошел в 2016 году, второй в 2018 году. Сейчас он у нас проходит 3-й проект, это конкурс-фестиваль. Цель конкурса-фестиваля – выявление творческих достижений работников образования. И он проходит по нескольким номинациям: номинация профи, номинация дебют и номинация хобби. Здесь на выставке представлены лучшие работы участников. И основная часть участников – это педагоги, преподаватели, учителя изобразительного искусства. Но должна сказать, что на конкурсной площадке принимают участие не только работники, которые реализуют программу художественного образования. Активное участие у нас принимают и учителя технологии, учителя других предметов и собственно, специальностей, которые реализуются. И диапазон участия тоже очень широкий, потому что мы не ограничиваем ни по уровням образования, ни по специфике работы желающих, которые готовы и могут принять участие, собственно, в этом фестивале. Сегодня мы презентуем выставку. Выставка называется «Педагогический вернисаж». Она экспонируется в аудиториях института. И сейчас мы представляем первый зал. В первом зале у нас представлены работы преподавателей детских художественных школ и РЦДО и университета. За моей спиной представлены акварели Денисовой Анастасии Владимировны. Она является старшим преподавателем Института культуры и искусства Сыктывкарского государственного университета и членом Союза художников России. Вот сейчас здесь мы видим ее 2 акварели, которые очень хорошо у нас держит угол. Вот Анастасия Владимировна представила замечательную тему, это зимнего пейзажа. Если мы обратим внимание на эту стену, здесь представлены работы Цапковой Юлии Тарасовны. Она является преподавателем Эжвинской детской художественной школы. Она у нас активный участник мероприятия, еще не пропустила ни одно событие. И вот здесь мы видим ее тоже акварели. Должна заметить, что в этом году многие работы преподаватели делали в рамках самоизоляции. То есть все работы, которые представляются, они последних 2 лет, 19-20 года. То есть у нас очень мало работ, которые были выполнены в предыдущие периоды. Поэтому эти работы свежие, актуальные из сегодняшнего дня. За моей спиной мы видим работу Юшиной Людмилы Владимировны, она является педагогом дополнительного образования Республиканского центра дополнительного образования. Должна сказать, что среди педагогов мало кто обращается к жанру. И вот Людмила Владимировна одна из тех, кто находит время и место для написания жанровой картины. И здесь она представляет тему лета. Не так много у нас на выставке представлено такой именно продуманной жанровой композиции, но они встречаются, и это очень радует, потому что для художника-педагога в первую очередь это дети, их успехи, их достижения. И, естественно, когда идут достижения самого преподавателя, это очень высокий класс, высокий уровень. Впервые у нас представлены работы старшего преподавателя Сыктывкарского государственного университета Института культуры и искусства. Это Мартин Милана Валентиновна. Она представляет 2 замечательные шкатулки, которые мы сейчас видим. Они сделаны из керамики. Это керамические шкатулки, гранат и тыква.
Изделия очень хрупкие, но достаточно интересные. Они напоминают реальный предмет, но тем не менее они имеют утилитарную возможность. Их можно использовать в быту. И, собственно, вот такие работы делают наши педагоги. И эти педагоги учат наших с вами обучающихся. Еще одна работа представлена. Это преподаватель Сыктывкарского республиканского колледжа искусств имени Чисталева Выборов Александр. Он у нас скульптор, не так много у нас скульпторов. И здесь мы видим портрет девочки, выполнен в гипсе. И очень мало бывает у нас скульптурных форм, объемов. И вот Александр Выборов, он нам показывает, что и в скульптуре работают наши преподаватели и реализуют. Хотя он резчик по дереву, собственно, его работы в большей части встречаются в резной технике, но скульптура является его любовью. И мы имя Саши Выборова знаем по известной скульптуре буквы «Э», которая у нас экспонируется в городе Сыктывкаре. Ну вот он является преподавателем и является участником нашей выставки «Педагогический вернисаж». Традиционно основная масса преподавателей работает в пейзаже, так как в рабочий период, когда преподаем, не всегда находится время написать картины, чаще всего педагог находит время написать акварельный этюд на пленэре. И большая часть представленных работ в нашей экспозиции – это, конечно, пленэрные работы. Вот данная стена, вот мы здесь наблюдаем, и вот, в общем-то, это особенность этой выставки, что представлено очень много пейзажных работ. Здесь представлены работы трех авторов. Это Бунакова Светлана Валентиновна, Григорьева Юлия Олеговна. И самая крайняя работа, потом по плану посмотрим, это Сердитова Татьяна Николаевна. Бунакова Светлана Валентиновна и Григорьева Юлия Олеговна, они являются преподавателями детских школ искусств, детских художественной школы. Светлана Валентиновна Эжвинская детская художественная школа, Юлия Олеговна, она Емвинская. Они являются у нас активными участниками педагогического вернисажа, ежегодно принимают участие, и можно видеть, что каждый год, из года в год растет мастерство этих педагогов, которые они могут демонстрировать своим ученикам, и в данный момент они демонстрируют это нам. Было бы любопытно прийти к вам, посмотреть сами реальные работы. Это Татьяна Николаевна, она является старшим преподавателем Института культуры и искусства Сыктывкарского государственного университета. Также должна сказать, что это активный участник педагогического вернисажа. Вот сколько он существует, столько она принимает участие. Татьяна Николаевна, она член Союза художников России, она является как бы молодым художником. И всегда Татьяна Николаевна уже представляет жанровые работы, то есть они имеют обобщение, есть идеи. И вот в данном случае мы видим картину, которая называется «Воспоминания о лете», «Зимой о лете», и вот можно ее посмотреть. В этой же аудитории представлены работы еще нескольких авторов. Это преподаватели также Емвинской школы искусств, педагог доп. Образования и преподавателей художественной школы Эжвы и гимназии искусств. Вот я стою возле работы Потеряхиной Юлии Юрьевны. Она второй год у нас принимает участие в педагогической вернисаже, и в этом году она представила замечательные акварельные картины, потому что сюжетная линия, я уже сказала, это все-таки редкость в работах педагога-художника, но тем не менее мы здесь можем наблюдать композиционную работу. Здесь тема северной сказки, и вот мы можем видеть очень теплая работа, которая называется «Черемуха цветет», значит, тема акварельной работы. Хочется обратить внимание на молодого педагога доп. Образования, это Овчинникова Валентина. В прошлом году она у нас показывала мастер-класс в рамках педагогического вернисажа, творчески активно работающая. Это акварельная работа, она, собственно, представляет тоже нашу выставку. И еще у нас несколько работ, тоже из серии Потеряхиной Юлии Юрьевны. И на другой стороне работы мы видим работы, то есть если мы повернемся, да, мы увидим, что это работы Витязевой Ирины Альбертовны, такая зарисовка пастельными мелками. Она является у нас преподавателем гимназии искусств при главе Республики Коми. Вот еще одна замечательная работа. Должна сказать, что выставка «Педагогический вернисаж»
Она стимулирует деятельность наших педагогов, и зная о том, что мы такое мероприятие будем проводить, многие педагоги стараются творчески работать, находить время и создавать работу. Вот это можно сказать и о Тарабукиной Ирине Ивановне. Ирина Ивановна имеет филологическое образование, но работая долго, вот здесь это Скворечня, работая долго уже в Эжвинской художественной школе, она, собственно, влилась в коллектив и начала сама творчески много писать, и вот ее работы мы можем увидеть, собственно, на этой. А здесь еще продолжение экспозиции педагогического вернисажа. Здесь для посетителей института открытое пространство, и мы здесь видим также пейзажные работы наших педагогов и преподавателей. И начинаем, собственно, вот нашу экспозицию представлять с работы Александра Николаевича Ивлева. Он является мастером производственного обучения технологического лицея Сыктывкарского, но он закончил Сыктывкарский педколледж и, естественно, имеет художественное образование. Собственно, здесь представлено несколько его работ, которые мы здесь можем в рамках этой экспозиции увидеть. Вот опять же возвращаемся к этюдам Тарабукиной Ирины Ивановны. Она представляет пейзаж. Хочется вот порадоваться за людей, которые, не получая специальное образование, смогли, в общем-то, сейчас выполнять такие творческие работы. Григорьева Юлия Олеговна, мы уже говорили, это Емельская детская художественная школа. И вот здесь интересная работа. Максим Владимирович Витязев, он является преподавателем гимназии искусств при главе Республики Коми, работает в классической акварельной технике лессировок, очень сложная, но очень интересная техника. И здесь мы можем увидеть две его работы. Это вот зимний пейзаж «Морозный день», и чуть попозже мы увидим еще одну его работу. Активным участником нашей педагогической вернисажи является Казакова Елена Николаевна. Раз в 2 года мы проводим наш педвернисаж, и каждые 2 года она принимает активное участие. Она живет в Карткиросе, ведет студию арт-ладошки и всегда пишет на пленэре свои этюды. Она работает в технике масла, и здесь специально 2 ее работы, называются «Село Волман» и «Сбор урожая». Еще одна работа Ивля Александра Николаевича, это наш известный Свято-Стефановский собор, это написано технике масла, классической манере выполнена данная работа. Ну и вот еще одна у Елены Николаевны Казаковой, еще одна работа «Подсолнухи». То есть тема цветов у наших педагогов, она любимая, постоянно мы эту тему показываем, то есть пейзаж и цветы – это одна из таких популярных тем для педагогического вернисажа. Поэтому вот если мы обратимся уже в область другой стены, здесь мы видим 2 работы. Одна работа Земской Светланы Владимировны, это молодой преподаватель, работает в гимназии искусств при главе Республики Коми, и она тоже очень активно творчески работает. И впервые у нас в педвернисаже приняла Светлана Александровна Бутакова, хотя она профессиональный художник, она у нас член Союза художников России, работает в технике акварели, и здесь она представила свою любимую технику, в технике батики она любит делать натюрморты. Замечательный натюрморт, он выполнен на холсте, и, то есть на хлопчатобумажной ткани, и организованный вот такой натюрморт. Здесь небольшая экспозиция, поэтому здесь экспозиция заканчивается 2 работами, опять же, работами Ивля Александра Николаевича «Натюрморт». И то, что я вам говорила, у Витязева Максима Владимировича представлен такой классический натюрморт со скрипкой в технике лессировочной акварели. И он вот в данном случае закрывает экспозицию этого зала. Еще один зал нашей экспозиции. Здесь представлены работы, собственно, начинающих художников, более натурные работы. И должна сказать, что педагогический вернисаж, особенность педагогического вернисажа в том, что мы все-таки демонстрируем максимально большой диапазон интересных творческих работ. И вот в этом зале у нас представлены направления декоративно-прикладное искусство, это то, что мы можем увидеть за моей спиной, и работы дизайнеров наших, которые разрабатывают и делают дизайнерские проекты.
и работы начинающих художников, молодых художников-педагогов, которые не имеют себе профессии художественного образования, но тем не менее стараются работать. Ну вот здесь две работы. Это наши учителя, которые работают в школах общеобразовательных. Верхняя работа с пейзажем Усинска, это Султангирова Лейсан, она вот начала активно принимать участие в мероприятиях РМО, и вот сейчас она принимает участие в педвернисаже. И Дымова Марина Васильевна, она является педагогом доп. Образования 12-й школы, то есть, собственно, она тоже стала активно принимать участие в последних мероприятиях последних лет. Здесь мы можем увидеть работы нашей коллеги, методиста Трофимовой Ирины. Она занимается в студии, с удовольствием ходит, дополнительно занимается. И, конечно, человек, который занимается методической работой, он мало занимается искусством, но мы можем здесь представить вот работу нашей коллеги. А внизу представлена Наталья Александровна, она является воспитателем. Чем интересна эта работа? На первый взгляд кажется ничего особенного. На самом деле эта картина написана кофе. То есть вместо красок использовался кофе. И многие педагоги знают, что и чай, и кофе могут создавать определенный антураж. Вот у Натальи Александровны здесь представлен вот вариант такой работы. И, скорее всего, Наталья Александровна нам может показать мастер-класс по технике живописи кофе. Еще одна большая замечательная у нас экспозиция. Здесь представлено несколько авторов и очень много декоративных работ. Мы здесь видим домовую резьбу, представленную мастером производственного обучения технологического лицея. Сейчас точно скажу, потому что для меня этот еще педагог неизвестен. Это Шеренговский Олег Игоревич. Здесь есть работы декоративное панно и акварельная работа Ижемки. Это Носова Татьяна Владимировна, она педагог дополнительного образования Центра, Республиканского центра экологического образования. В первой работе дебют, вот впервые у нас домашняя, Любовь Юрьевна представила кукол на основе кукол скруток. Вот сделана такая композиция, достаточно сложная композиция, называется «Семья». Интересно. И вот эта работа, она и представляет у нас дебют, то есть человек не более 2 лет работает в образовательной организации. Мелишева Наталья Витальевна, она у нас является транслятором Верхневычегодской росписи, она учит детей, преподает методику, и здесь она представила изделия, которые расписаны Верхневычегодской росписью. Это северная роспись, и она у нас сейчас должна получить должное отражение в изделиях, и я так думаю, что могут появиться методические пособия для детей, которые, вот в данном случае вот шахматы, которые, в общем-то, декорируются Верхневычегодской росписью. Еще одна интересная работа – это техника валяния шерсти. Очень много у нас сейчас людей занимаются этой техникой. Естественно, учителя не пропускают что-то, какие-то новые инновации. Это Павлова Светлана Васильевна. Она учитель технологии средней общеобразовательной школы номер 15. И очень приятно, что у нас начинают принимать участие учителя общеобразовательных школ в данной выставке. Здесь представлен комплекс досок. Мезенская роспись – это Вертиленко Ольга Ивановна. Это мастер производственного обучения села Усть-Кулом. Вот видите, даже Усть-Кулом прибывает, показывает работы. Это по мотивам мезенской росписи. Северная роспись не очень распространена у нас в Республике Коми, но так как это наши соседи, и мы стараемся традиции Архангельской области, собственно, тоже продвигать и в области обучения, и, собственно, в своем творчестве. Вот очень традиционные изделия для Коми. Это корни плетения ели. Занимается у нас не так много мастеров, а вот преподает и занимается этим техникой плетения из корней Красман Анна Александровна. Она является преподавателем Ижемской детской художественной школы. Она это мастерство преподает своим детям. И здесь она представила замечательное изделие. Это достаточно сложная техника плетения. Маленькая, на первый взгляд кажется маленькое, не крупное изделие. На самом деле это сложная технология и распространенная в Республике Коми.
Печорская школа, детская школа искусств Печора, Бабыренко Светлана Владимировна представила вот такой у нас комплект, костюм. Правда, он еще с юбочкой, юбочку мы здесь не показали, но вот это украшение нагрудное, головной убор, рубаха и есть еще юбка. Вот такое замечательное изделие. Кондратьева Анна Витальевна, учитель средней общеобразовательной школы номер 1 города Сыктывкара. Нашла свою технику, нашла свой прием, начинает работать в очень необычной манере. Это графическая технология, она представила серию «Мифы финно-угорских народов». И, собственно, техника, которая является реабилитационной, и она очень активно показывает ее детям. И вот здесь она создала свои произведения. «Северная сказка», то есть это у нее верса, «Бабушкины сказки» и «Звездная охота». То есть такие вот работки, они разного формата. Значит, кроме творческих работ в графике, в живописи, декоративно-прикладного искусства, в этом году в педагогическом вернисаже у нас приняли участие дизайнеры. Это преподаватели колледжа искусств, Сыктывкарского колледжа искусств, Республиканский колледж искусств. И здесь мы можем увидеть эскизы к театральной постановке, выполненной Перемотиной Натальей Сергеевной. Знаете, что преподаватели, они не только, собственно, преподают, но иногда приходится выполнять и заказы. В данном случае серия костюмов к сказке «Морозко», Перемотина Наталья Сергеевна. И, что очень любопытно, мы представляем дизайнерские проекты, которые выполняют тоже преподаватели колледжа искусств, Сыктывкара. Вот здесь целая команда, это команда Степан Павлович Кубик, Екатерина Короткова, Александр Сергеенко и Наталья Перелетова, и Юрий Лисовский. Вот здесь представлены экспозиции, которые оформляют интерьерные площадки. И вот актуально это новогодние площадки, Новый год, оформление городских площадей. Вот, пожалуйста, пример проектов, и мы можем познакомиться с этим на нашей экспозиции. Но кроме проектов, преподаватели колледжа выезжают на пленеры, и вот последние два листа, представленные листы, графические листы Короткова и Екатерина, это зарисовки, пленерные зарисовки архитектурных пейзажей. Это натурные зарисовки, я уже сказала, что картины, не всегда у нас находится время рисовать картины, но выезд на пленэр, на природу у нас является, собственно, обязательным. И в заключение о нашей небольшой экскурсии должна сказать, что в рамках проекта у нас принимают участие еще музыканты, которые они будут представлять своими номерами, музыкальными номерами. Я думаю, это будет представлена работа в январе следующего года. У нас будут проходить мастер-классы, традиционный крещенский фестиваль, в которых можно будет принять участие. И в поддержку нашего фестиваля у нас есть электронная выставка, которую мы будем представлять. Это электронная выставка наших гостей. Она будет проходить отдельным видеороликом, в котором мы можем увидеть поддержку педагогов, художников других регионов России и даже за рубежа. Так, коллеги, вот сейчас вы посмотрели саму экспозицию выставки, и вы видите, что выставка проходит в реальном режиме, ее можно посетить и посмотреть. Цель наших мероприятий не делать только виртуальные мероприятия, а в первую очередь это реальные события, реальные выставки, реальные концерты, реальные мастер-классы, чтобы мы могли с вами это все видеть, это все пробовать, это все принимать. И сейчас я хочу представить последний ролик. В последнем ролике мы видим работы всех участников нашей выставки. И в первую очередь это республиканские участники. И, собственно, вот последним роликом мы завершаем с вами нашу сегодняшнюю презентацию. Спасибо большое за внимание. Я очень рада, что мы смогли провести это мероприятие. Я жду, как всегда, с вашими идеями, с вашими мероприятиями, для того, чтобы мы могли их, в общем-то, позиционировать в Институте развития образования Республики Коми. Спасибо большое и до свидания. Thank you.